Сагадат Акаж Ахметович, мой учитель с лейтенантских пор, это наставник. Я его очень хорошо знал. Впервые в жизни я с ним познакомился, встретился это в 1965 году, осенью. Полковник Нурмагомбетов, герой Советского Союза. В составе комиссии прибыли они на прием присяги в Ташкентское танковое училище. И вот как раз период проведения этого торжественного мероприятия, приема, и как раз к нашей второй курсантской роте подошел полковник, герой Советского Союза, молодой, красивый. Я лично первый раз увидел вот так воочию рядом казаха, полковника, действующего. По фильмам, книгам, картинкам многое слышал про героев. Знал, что за годы войны сколько у нас героев казахстанцев стало. А так вот живой рядом, скромный, простой, улыбающийся. Его напутствие. Будете учиться, главное, учитесь тому, что вам, конечно, не дай бог, пригодится и нужно будет на войне. Училище с традициями, училище образовано в 18 году в Нижнем Новгороде. Но военное, послевоенное время уже имело свой авторитет по подготовке специалистов танковых войск. Вот как раз на плацу училища во время принятия присяги я впервые познакомился с полковником Нурмагомбетовым Сагадатом Акаж Ахметовичем. Вторая встреча у меня с ним произошла в 1968 году, когда 50% выпуска Ташкентского танкового училища, хотя распределение получали мы в другие округа, военные, в другие места, были направлены в Казахстан. И вот после окончания, при вручении погон, и, так сказать, на торжественном вечере командующий, генерал-полковник Лященко, отдельно собрал нас, те, кто направлялись в Казахстан, и в напутствии в конце напомнил: в Алмате есть генерал Нурмагомбетов Сагадат Акаж Ахметович, обязательно повстречайтесь, пообщайтесь и передайте ему от меня личный привет, поклон. Когда образовался в 1969 году Среднеазиатский военный округ, мне приходилось с ним встречаться на полигонах. Единственный полигон был это у нас вот ПГТ Атар-2. Ну и здесь самостоятельно строили в районе Илийского учебного центра. Вот здесь мне приходилось с ним встречаться очень часто. Все выходы батальонов, полков в поле всегда находились под его контролем. Он в это время был заместителем командующего нашего Среднеазиатского округа. Командующий был Лященко. И не случайно, они друг друга давно знали, оба участника Великой Отечественной войны, понимали друг друга с полуслова, мы это видели. Ну и, конечно, на плечи нашего первого министра обороны легла очень большая ответственность. Это практически расквартирование войск, техники, вооружения, строительство полигонов, учебных центров. Вот мы его и видели по всему Казахстану. Он практически с полей мало когда сидел в кабинете. Вот этим он мне и запомнился. Глядя на него, мы только гордились, учились работать с людьми, управлять, конкретно службу своих делами показывать. Он очень не любил, когда люди, командиры, много говорили. У него был принцип: покажи делом, мне результат нужен, но везде сам показывал пример в первую очередь. Обойдет всю территорию, все стрельбище, если надо. Если это в военном городке, весь военный городок, пешком, не на машине, каждую казарму, учебные центры, вплоть до столовой, бонапрачных комбинатов. Все знал и всегда скромно, спокойно, но я вам скажу, у него было такое, видимо, настойчиво или настоятельно выдавал рекомендации. После такой рекомендации это было равносильно приказу. Мы как-то были настроены, что если вот это
отдал распоряжение генералу Нурмагомедов, он все равно проверит. Вот так он нас воспитывал. И одному он учил, даже вот в таких условиях. И мне он всегда подсказывал: береги солдат, люби солдат, заботься о солдате. И он всей своей службой это доказывал, показывал и боролся за это дело. Однажды он, вспоминая фронтовые годы, прямо открыто мне говорит: Мерис, а ты знаешь, вот если б я не берег солдат, не проявлял заботу о них, кто его знает, шальная пуля откуда прилетела бы, спереди, сбоку или сзади. Я для солдата все делал, и я был в них уверен. И они для меня все делали. Он всегда нам говорил: я жизнь повидал, я испытал. Я не хотел бы, чтобы на вашу долю такое выпало. Но вы всегда готовьтесь к одному. То, что необходимо в ответственную минуту. Уметь командовать, управлять войсками, знать свои обязанности, технику содержать, боевой готовности, но все остальное в последующем будет решаться. В мае 1992 года указом были созданы у нас вооруженные силы. Вот тут уже открыто по полной программе все, что на территории Казахстана, наше министерство стало принимать, брать в свое подчинение, под свою юрисдикцию. Я скажу, это тоже очень серьезно. Он практически в кабинете не сидел. Находился в войсках, в гарнизонах, ну и с людьми. Вот таким он мне запомнился после увольнения из вооруженных сил. А так он практически, не то что почти, а 60 с лишним лет в форме, в строю постоял, не снимал форму. Это наш образец, это наша мечта, это наш кумир, это легенда. Ну и скажу, наверное, что это и эпоха.